ноябре у главы Северной Осетии встретился с председателем Юго-Западного банка Сбербанка России Виктором Алонсо. С первых минут общения стало ясно, что обе стороны готовы на тесное сотрудничество. Тамерлан Угузаров отметил, что Сбербанк – единственный кредитор правительства республики, а это более 2,5 миллиардов рублей. Глава выразил надежду, что в дальнейшем взаимопонимание будет только крепнуть. Угузаров сделал акцент на доступном кредитовании малого и среднего бизнеса. Есть проблема, которая заключается в том, что малый и средний бизнес обычно они берут небольшие кредиты. Сумма их кредитов невелика, но получить эти кредиты сегодня практически очень тяжело и очень сложно. Да. И поэтому мы порой сталкиваемся с теми проблемами, когда, допустим, перед посевной те или иные хозяйства, в том числе и те же фермеры, которым, условно говоря, где-то до 5 миллионов рублей нужно для того, чтобы взять кредит на посевную, они просто физически не могут это сделать. Господин Алонсо сказал, что постарается разработать взаимовыгодные предложения. Тут же Тамерлан Угузаров приводит живой пример. Агропромышленный комплекс «Октябрьский» уже 2 года не может получить кредит на сумму 320 миллионов рублей. Агропромышленный комплекс «Октябрьский» – динамично развивающаяся инвестиционная компания. Основные направления деятельности – полный комплекс услуг по хранению и доработке зерна, мясное животноводство и розлив питьевой воды. В настоящее время предприятие активно расширяет свою производственную базу. Во всех сферах применяется современная сельскохозяйственная техника и специализированные животноводческие комплексы. Руководители Сбербанка обещали узнать, в чем проблема кредитования этого предприятия. Тамерлан Угузаров же предложил посетить агропромышленный комплекс «Октябрьский», чтобы представители банка лично убедились в успешности и дальнейшей перспективности АПК. Погружусь лично и лично вас проинформирую о том, в чем вопрос и возможное решение, и какое. Причем есть и залог, все есть, абсолютно все условия выполнены. Но 2 года люди не могут 320 миллионов получить. В рамках визита Виктор Алонсо рассказал, что произошло объединение Юго-Западного и Северокавказского банков с центром в Ростове-на-Дону. Это сделано для эффективности работы в области обслуживания населения, кредитования реального сектора экономики. Такого рода реорганизация никак не скажется на региональных отделениях и людях, которые там трудятся. Елена Черенкова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Thank you.